Я не буду повторять то, что уже Марат Алилович сказал, Эльмира Юнусовна, то, что Хаджи Мурат. Мы в самом деле все вместе тогда работали в одной газете «Молодежь Дагестана». Марат был ответственным секретарем, Хаджи Мурат Зургалов, это очень известный популярный фотограф, в том числе и у нас в газете публиковались его фотографии. Но я вспомню тот эпизод, когда во второй половине 90-х годов в самом деле в стены нашей редакции пришла Эльмира Кажаева, такая активная, энергичная, как в народе говорят, у нас шустрая, такая с этим изящным разрезом нагайских глаз. И в самом деле, вот как сейчас Эльмира Юнусовна пошутила насчет того, что вот такая высокая женщина, я вспоминаю вот детские советские рассказы о Ленине, как приходили в Москву, в Петроград большевики из сельской местности и спрашивали, где этот богатырь Владимир Ильич Ульянов-Ленин, где этот здоровяк, который эту революцию совершил, эту империю махину сокрушил, где вот этот гренадер, и видели такого невысокого, лысоватого человека. Да, вот, то есть, если впечатление об Эльмире было связано с ее энергетикой, с ее профессионализмом, с ее активностью, и потом увидеть эту юную, изящную девушку, впечатление было такое, контрастное, как говорится. И в самом деле Марат верно сказал, она не только о горячих точках писала, хотя о них тоже, и наибольше известно связано именно вот с теми событиями 99-го года. Но она и по Махачкале очень активно работала. Вот те острые, в самом деле, социальные темы, у нас публиковались материалы. Ну, раз Эльмира Юнусовна сейчас не хочет, не буду углубляться, Марат уже коротко намекнул, о чем идет речь. Это пользовалось широкой популярностью у читателя. В принципе, на тот период нашу газету читали огромное число, огромная доля, скажем так, читателей из-за двух авторов. Из-за Эльмирных материалов острых и из-за колонок покойного Гаджи Ахмедовича Башилова. Наверное, многие уже родились, когда вы были маленькими, когда его убили в 2008 году. Это был главный редактор нашей газеты Гаджи Ахмедович. Вот его колонки редактора каждую неделю зачитывали сотни тысяч читателей. Вот он и Эльмира. Вот, значительная доля читателей ждали каждую пятницу этого в нашей газете. Вот. И еще я отметил, сейчас об этом намного меньше говорят, и Эльмира сейчас в самом деле больше известна как военный корреспондент, как специальный корреспондент, но она ведь еще и поэт, она поэтесса. У нее были опубликованы стихи, сборники стихов на нагайском, на родном языке, на русском языке. И вот ее умение как поэтессы увидеть какую-то деталь, по-своему вот преподнести ее, это тоже сказывалось и на ее журналистских текстах. Было очень интересно читать. Вот мы сами ждали из того же Ботлиха, из Цумадинского района, вообще из других выездов, что же она на сей раз напишет. Вот такая Эльмира Кажаева. Вот. Если она очень интересный собеседник, кстати. Вы можете, мы же не только здесь, да, можно в формате диалога тоже задавать вопросы, какие-то воспоминания, какие-то рассказы. Большое спасибо. Спасибо, Альберт. Не уходи, пожалуйста, ладно? Так, нам приятнее, когда ты с нами здесь. Я сейчас Эльмире дам трубку. Можно уточнить, это Альберт Митиханов? Да, он тоже выглядит по-другому. Да, да, я, кстати, про Альберта тоже скажу. Тот же самый срабатывал фактор, как с Эльмирой. Когда в редакцию спрашивали Альберта Митиханова, представляли солидного человека, здорового, его приходили, это Альберт Митиханов. Ну, он так, да, он так поворачивался, улыбался, извините, какой есть. Да, за этим человеком, надо сказать, это целый период, Альберт, тоже закрой уши, ты об этом знаешь, тебе и за глаза говорили, что, конечно, сегодня наше время немножко ушло из журналистики, сейчас читают по-другому, но 90-е годы, я не помню, вот газеты номера, чтобы не вызывал интерес его материалы, его статьи и интервью. И даже его рассказы. Но он сейчас уже, наверное, не вспомнит эти рассказы, а я помню, как обсуждали его 8-й, ты помнишь, да? 8-й подвиг. Ладно, оставим это тоже. Вот. Я Эльмире передаю трубку, потому что тут в зале присутствуют люди, которых она хочет представить. Я хотела бы вам всем представить вот Галина Ивановна Арнаутова. Мы вместе с Галиной Ивановной Арнаутовой были депутатами 3-го созыва. Как говорится, бывших депутатов не бывает. Уважаемые коллеги, дорогая молодежь Дагестана,
Вы знаете, сегодня знаменательное событие в нашей стране, так будем говорить. И вот эта книга, которая издана Эльмирой Юнусовной Кожаевой, это новейшая история России. 99-й год. И очень приятно мне было услышать от Эльмиры Юнусовны, что презентация книги произойдет в столице нашей страны, в Москве, в представительстве. Я думаю, что там будут очень много заинтересованных лиц, которые захотят узнать историю, то, что происходило в Дагестане из первых уст Эльмиры Юнусовны Кожаевой. С Эльмирой Юнусовной мы работали в 3-м созыве Народного собрания. Да, она очень интересный собеседник. Первый вопрос. Пусть она нам с вами расскажет, как она встречалась с Басаевым. Когда она мне это рассказывала, мурашки по телу шли, как вот эта хрупкая, миловидная женщина встречается с Басаевым и выуживает из него то, ведь не просто так она пошла, ее же заданием туда направили, и она из него получила ту информацию, которая нужна была нашим... Какая редакция, когда от тебя всю информацию Казанцев получал, и все военные генералы. Вот. И нам приходилось, после, когда закончились эти события военные, мы вылетали в Тандов. И помните фильм «Президент», где Путин, молодой, встречается с руководством нашей республики, и поднимают, они хотят выпить, а он поставил стакан, будем пить за победу. Так вот в этой палатке мы были, женщины дагестанские, были парламентарии, были в этой палатке, встречались с этим генералом, он говорит, ну мужчины прилетели, я бы знал, чем их угощать, а женщины, я вам что дам, сок? Мы говорим, мы согласны на сок, нам ничего не надо. Вот потом мы выступали перед солдатами, стоят 18-летние мальчишки, вышли из землянок, стояли перед нами, ну, что могли, мы им отдали подарки, которые мы привезли. Вот. И когда мы улетали из Ботлиха, то вместе с нами в вертолет были отправлены в Буйнакск раненые. Но вы знаете, когда я преподаватель сельхозакадемии, сейчас это аграрный университет. И когда в любой район Дагестана прилетаешь, там всегда там твои выпускники. И по почте тут же передали, Галина Ивановна прилетела, и вот все мои выпускники, кто с вареньем абрикосовым, кто с чем бегут, не надо ничего. Все. И когда мы сели в вертолет и улетали, и нам поместили туда раненых ребят, то мы это, конечно, все раздали. Вот, потому что сейчас вы приедете в госпиталь, чайку попьете, вспомните, как вот теплоту эту домашнюю, материнскую и так далее. Потом вот все мы вместе, Эльмира тоже, ходили к раненым вот, в госпиталь МВД, помогали им связаться со своими родными, помогали им продуктами. И вот я хочу сказать, что депутаты Народного собрания, ни один человек в стороне не остался от этих событий. Кто ушли в ополчение, а кто и материально, и продуктами помогали размещать беженцев. Вы можете представить, что перед нами стоят женщины с детьми на руках, вот в одном халате, как она была, и эта бомбежка началась, и вот они, женщины с детьми, старики, вот их всех везли в Махачкалу, мы их размещали вот в интернате у Магомедовны Муртузалиевой, ПТУ-14, и эшелонами шли машины с продуктами, все только чтобы людям как-то оказать эту помощь. Выезжали в Навалак, в общем, где только можно было, везде Эльмира Юнусовна была с нами. Это очень активная, это очень позитивная, это очень умная, мудрая женщина, которая огромную работу проводила. Она просто стесняется об этом сказать, но у нее такие государственные награды, то думаешь просто, ну, как эта женщина сумела выполнить такую работу, не бояться, и все это делалось во имя блага, чтобы мы жили с вами в мире, чтобы мы жили с вами в согласии, чтобы не убивали детей, и дети не знали, что такое война. Эльмира Юнусовна, вам за это огромное спасибо. Да, прошло 20 лет. Наконец-то на эту книгу издала. Я думаю, что вот проработав этот материал, она еще больше издаст книгу, более осознанно еще подойдет, потому что вы видите, как 20 лет.
какой Путин был 20 лет тому назад, и какой он сейчас прилетел, и был в Ботлихе, и встречался со всеми. Конечно, время берет свое, и поэтому я думаю, что Эльмира Юнусовна еще не одну книжку издаст о нашей республике, о нашей стране. Большое тебе спасибо. Расскажи, пожалуйста, как ты встречалась с Басаевой? Сейчас она об этом расскажет, мы как раз к этому подходим. Вы знаете, ну, раз уже речь зашла о газетной жизни, скажу, вот я уже говорил на первой презентации, что было молодежи понятно. Сегодня мы имеем сотовые телефоны, стабильный интернет, ну что, Телеграм, всякий Инстаграм и все эти программы. Когда в 1999 году случились эти события, в редакции не было стабильного интернета. Не говоря уже о том, что в Ботлихе или где-то в райцентрах была спутниковая связь. И вот в редакция превратилась, и другие редакции, и районные какие-то штабы превратились в центры по технологическому оснащению, можно если так сказать. В молодежи Дагестана присутствовали корреспонденты газеты «Версты», ее вот коллеги, других российских агентств, которые нам помогали в этом смысле, потому что у них были переносные тогда интернет какие-то вот спутниковые, по-моему, да, передачи, с помощью которых они выходили в интернет и могли переслать в Москву или скажем, в Лондон информацию о происходящих событиях. И вот, Эльмира, пока приготовься об Басаеве рассказывать, я сейчас хотел бы Альберту как раз, потому что он отвечал за, ну, и я отвечал, конечно, но Альберт вообще за материалы, выходящие в газете, отвечал, потому что Эльмирины материалы с полевых событий, а, кстати, Муса Сильдерович в прошлый раз, по-моему, сказал, он благодарен, Муса Сильдерович Гаджиев, филолог, он говорит, он благодарен Эльмире за то, что спустя 20 лет Эльмира не стала переделывать по большому счету эти материалы. Потому что сегодня, спустя 20 лет, может немножко приукрасить или что-то вот эти события, сделать их, ну как бы придать им какой-то романтический, грубое слово, конечно, неподходящее, но в общем какой-то другой. Она сделала так, что вот те материалы, которые в газете выходили, с тем Эльмириным восприятием того времени, они здесь в этой книге сохранились. И это очень важно. Это свидетельство того времени. Не сегодняшние наши, даже не сегодняшние пресс-конференции, презентации, а именно Эльмиры 99-го года. Я сейчас Альберту передам микрофон. Да, ты вспомни вот эти, как происходили работы над материалом. А в самом деле вот оговорка Марата, я передам тебе трубку, она показывает разницу между 99 годом и нынешними временами, когда трубки, мобильные смартфоны, это наши реалии. А на самом деле, как Марат сказал, и интернет только-только входил в жизнь людей в Дагестане, и мобильная связь только-только появлялась. И эти материалы Эльмиры Кожаевой, насколько я помню, Марат, их вертолетами привозили, да, или записывались по телефону. Кстати, да, Эльмира Кожаева была еще и фотокорреспондентом. Это очень удобно для редакции, да, когда один и тот же журналист может и писать, и фотографировать, и не нужно второго отправлять, да и мало кто согласился бы поехать, даже из мужчин, наверное, не всякие, в эти места, где вот активные боевые действия шли. Так что и материалы текстовые, и фотографии, это авторство Эльмиры Юнусовны было. В самом деле, они тут же в редакции, ну понятно, все материалы проходят литературную обработку, но острое перо Эльмиры на 90% это ее публикации, потому что она своими глазами все видела и своими руками все это описывала. Тут же с колес это шло в номер, тогда... Официальные были сообщения другие, а вы в Эльмиру перепроверяли эти события? Насколько я помню, да, эксклюзивные материалы Эльмиры, которые сама своими глазами видела, и подходящие федеральные войска в те края, и то, что на месте происходило, это все сразу же с колес на полосы нашей редакции приходило. Это очень напряженное время было, август и сентябрь 99 года. И вот наш человек непосредственно в этих краях находился и оттуда присылал оперативные материалы. Я просто хочу добавить, там вообще такая интересная ситуация была. Вот Ботлих открытый, перед ним вот такое плато открытое. Вот вчера, вот недавно мы ездили в Ботлих, да,
тоже, я говорю, ребята, говорю, вспоминаем те места, где вот площадка была, где это все. Я говорю, где почта, почта? Они говорят, вот же, говорит, почта. Почту вы, конечно, уже перестроили, все, я ее не узнала. А тогда была такая почта, и окно было разбито. Я вот так вот телефон брала, звонила в редакцию, и тут летят сушки. Сушки летят в сторону Ослиного уха. Вот такая гора, там высота есть, Ослиное ухо. А на склоне этой горы вот эти села Ансалта, Рахата, Шадрада дальше, с этой стороны Гадабели, потом по эту сторону. Где вот в этих селах Ансалта, Рахата, Шадрада боевики были. И вот я вот так выглядываю, говорю, Альберту говорю, не клади трубку, сейчас вон сушка, говорю, полетела. Она полетела и сколько-то ударов делает. Я говорю, вот он, говорю, сейчас, говорю, обстреляла, говорю, 8 ударов, там то-то. Альберт говорит, ты что, говорит, несешь? Я говорю, ты вот там, говорю, сейчас бухнула, слышишь, говорю, бухнула. Вот так вот делаю, к небу делаю, как говорится. То есть это были, что ни на есть, и вертушки вот так летали, да. Это были, что ни на есть, настоящие репортажи. И так получилось, что вот Тандо, вот Хаджимарат тоже знает, скажет, вот Тандо, Тандинская плата, открытая, и мы провожаем через село Ботлих, провожаем десантников, там сводный отряд десантников, Новороссийский, Ставропольский, Майкопский, там ребята все. Мы их провожаем, все, они поехали на БТРах, туда поехали, поднимаются на плато, а там, оказывается, поле было заминировано. А мы через бинокль вот так вот видим, как там идет бой, вы понимаете, это как... Это ужасно, это не кино, это настоящее перед твоими глазами. И мы видим, как из этих ПТР выскакивают солдаты, они бегут, и тут же обстреливают боевики, и тут же бегут ополченцы к ним. Ополченцы бегут к ним, чтобы их быстрее привезти, раненых в больницу. Я бегу в больницу, чтобы предупредить, сейчас привезут большую партию раненых. В общем, вот все такое вот настоящее, вот на глазах это все было. Вот именно Чечню я прошла, да, вот Чечня, чего только я не видела. Но именно то, что было в Ботлихе, даже в Хадарской зоне самая жестокая война была, но именно то, что я видела в Ботлихе, у меня не выходит, да, Навалахская зона, и мне из головы не выходит, у меня вот Ботлих перед глазами, потому что я видела этих бедных солдат, у меня на глазах подбили вертушку, и она у меня на глазах загорелась, и когда вот эти вот штабные вот генералы прилетели, если Зургалов помнит, вот, и как вытаскивали оттуда дымящего прямо человека, летчика, вот это все, и фотографии вот этой книги, это все есть, это из головы не уходит. Военный корреспондент, военная журналистика, это такая штука, которая тебя затягивает, втягивает себя. Вот сейчас у меня есть уникальные моменты, мне предлагают поехать, сделать репортажи, поехать в Сирию вот в следующем году и сделать оттуда репортажи. Вот. Про тех наших дагестанцев, которые вот туда ушли воевать, к сожалению, по ту сторону, по другую сторону. Вот. Я думаю, что я, наверное, поеду, и я действительно тоже, вот, может быть, вторую книгу, но уже посвященную Сирии напишу, потому что ИГИЛ – это самая страшнейшая вещь, которую придумала западные спецслужбы. Это самая страшная вещь. Именно для того, чтобы погубить нашу молодежь. Именно для того, чтобы только погубить. Ничего хорошего она не несет. Абсолютно. Конечно, хочется больше оставить микрофон Эльмиры, потому что, собственно говоря, сейчас Саиду тоже дадим трубку. Ой, трубку, опять трубку. Да. Ну, она еще расскажет действительно про Басаева, потому что... Да, Басаева, потому что, я уже говорил, в редакцию приходили всякие люди. И Эльмира приходила не только с дружественными людьми, в общем, она была... С ней приходили бригадные генералы, и, в общем, пират одноглазый бригадный. Я помню, как сейчас они, в общем, с охраны, он вторгся в редакцию. Ну, Эльмира говорит, спокойно, это, в общем, договоренность была и все такое.
Ну, это сложные процессы, были обмены пленными, были заложники, которых надо было вытаскивать. И мы шли на всякие такие меры, даже вот на такие, чтобы приглашать вот таких людей, не очень хороших, в общем, чтобы решать вопросы. Я передаю слово Хаджи Мураду, потому что есть такой момент, вот мы сказали о фотожурналистике, и мне вот интересный момент, я у Эльмиры уже, ну я уже забыл, Хаджи Мурад, ты где пленки в то время? Вы знаете, фотопленка, вот для фотографа, тогда снимали на пленку, и это был большой дефицит, потому что мы не готовы были в таком количестве качественной пленки найти. То есть нам на рынке у нас не было такой пленки. И вот эти два товарища, которые по обеим сторонам, Эльмира и Хаджи Мурад, они наладили этот процесс каким-то образом. И чисто технически они... Да, Саид еще тоже. Ну, Хаджи Мурад подождет. Да, Саид, пожалуйста. У него будет тоже презентация. Вот он сейчас сам об этом скажет. Но сегодня тебе тоже слово, пожалуйста. Молодежь Дагестана. В те годы эти люди представителями были молодежи, они настоящие молодежи были Дагестана, представляли Дагестан, и они сегодня, вот представьте, да, молодежь, здесь в зале 80%, которые сидят, это молодежь Дагестана. И вот эти люди, они свидетели не показной, не рассказанной, не добавленной, не разукрашенной какой-то там видео или какой-то фотошоповской или какой-то показанной красивой жизни или красивых событий или какого-то вот то, что в интернете везде творится. А эти люди, живые люди, которые именно на этой волне были, в войне были, и они видели, и они передают вот вам, молодежи, то, что они видели. И вот я сидел и написал просто вот маленькую заметочку. Вдумайтесь. Газета «Молодежь Дагестана» передает вам, молодежь, эстафету, как свидетели истории конца 90-х, начала 2000-х нашей многонациональной красивой республики Дагестан. Они говорят о том, что было, о том, что есть, и чем нужно дорожить и помнить. Это о мужестве и доблести дагестанского народа, дагестанских женщин, дагестанских детей, которые в едином порыве, без какой-то агитационной там подоплеки, без какой-то показной бравурности, народ в едином порыве встал, потому что они увидели и поняли, что это беда. Потому что вот что происходило почти 10 лет на Кавказе, наши люди увидели, у них было прозрение того, что любое то, что творилось и показывалось как доброе начало или что-то доброе другое, чего мы, люди, не понимаем, в итоге получалось, что людьми прикрывались. Один человек, когда, не дай бог, умирает, это трагедия для семьи, для тех, кого окружает. А получается так, что в истории, к большому сожалению, что когда много людей погибает, это как бы жертвы во имя каких-то событий и так далее, и так далее. Но ведь за каждым человеком, за каждой душой стоит живой человек, живая семья. И это какая огромная трагедия. И чтобы вот каждой одной душой или многими душами людей жертвовать ради того, что кто-то где-то на Мальдивах или Канарах сидит, оттуда кем-то управляет и потешается над тем, чтобы нас убивать, разрушать наш дом. Но это было недопустимо. И на самом деле наш дагестанский народ в едином порыве встал и сказал, нам чужого не нужно. Мы есть вместе с Россией. Это не красивые слова, это факт того. И сегодня есть, и будем с народом едины. И вот эти люди, в лице нашей уважаемой Эльмиры Кожаевой, нашего вот именно редакции молодежки, я так и скажу, да, они вот именно передают вам, уважаемые наши любимые молодые люди, эстафету памяти о доблести и мужестве дагестанского народа. Спасибо вам. Спасибо. Я просто хочу сказать о том, что да, я брала интервью и у Басаева, и у Амира Багаудина, у Смартанском районе, у Басаева в Веденском районе, это его вотчина была, и у Хатаба,
на Шуре 17 апреля 1999 году я у них у всех брала интервью не для того, чтобы вот какая я такая героиня, вот посмотрите, там это. Нет, это было взято интервью, чтобы понять, для чего они обучают нашу молодежь, учат нашу молодежь в Исламской армии Кавказ, для кого они готовят, для чего они готовят нашу молодежь. Вот это я пыталась узнать и через газету передать нашим дагестанцам. И фотографии мы публиковали. Посмотрите, где ваши дети. Езжайте в Сержан-Юрт, Урус-Мартан, заберите своих детей из этой исламской армии Кавказа. И они все говорили, Амир Балаудин говорил, что в августе-сентябре мы пойдем кефиров убивать в Дагестан. И Хатаб говорил точно так же, что в августе мы пойдем кефиров в Дагестан убивать. Все это говорилось и за призыв. И это, конечно, наша редакция как-то 20 лет тому назад как призыв сделали. Как призыв нашей газете. Как призыв к экстремизму, там, к войне. И только меня, помнишь, позвали в республиканскую прокуратуру, только позвал меня Яралиев, тогда был такой вот прокурор, только позвал, и меня обратно Гаджи Ахмедович зовет, говорит, выезжай, говорит, срочно, говорит, на Цумаду напали. То есть все то, что эти люди говорили, они его как бы сделали, выполнили. Но мы просто были через нашу газету предупреждены. Кто услышал, тот услышал. Кто смог вовремя что-то сделать, предпринять, те предприняли, я так думаю. Но в Ботлихе, конечно, врасплох был. Народ был, конечно, врасплохе. Врасплох он все это принимал, потому что шок был, конечно, первый день. А второй день, третий день уже устали уже днем и ночью вокруг сел, чтобы боевики не прошли дальше в Ахватский район, Тхунзавский, Гунипский, Казбековский район, дальше, чтобы они не прошлись. И поэтому была круговая оборона, пока федеральные войска не подошли. Вы знаете, дагестанский народ такой героический подвиг, ребят, совершил. Вот ваши отцы и ваши матери, вот старшее поколение, они так, действительно, это был такой подвиг, когда весь Дагестан, вот единый кулак собрался от самого южного Дагестана, начиная вот там, вот Рудульскими районами, наверное, да, и заканчивая северным районом, Ногайским районом, все приезжали в Ботлих, все привозили, кто оружие привозил, кто продовольствие привозил, кто живых баранов привозил, как вот с Ногайского района. Все привозили туда помощь, медицинское оборудование, все. В общем, врачи приезжали, наши дагестанцы, врачи в Ботлихскую больницу. Кровь сдавали для раненых. В общем, там все было задействовано. И поэтому ботлихцы, дагестанцы, защитив маленькую свою родину, малую родину, Дагестан, на тот момент они защитили Россию перед международным агрессором. А ведь вокруг нас не спали. Азербайджан даже не спал. Хотя бы соседние, братья считаемся. Даже в Азербайджане тоже боевики собрались. В Турции, там от Первой Чеченской войны уехавшие, там были собраны. Понимаете? То есть тогда Россия дала такой отпор благодаря дагестанцам, что они там притормозили. Спасибо вам всем за внимание, что пришли, что посетили презентацию моей книги.